Он был самым молодым в России региональным министром финансов, а позднее и заместителем председателя правительства. Свою трудовую деятельность Магомед Башир Аушев начал в 1992 году. Не раз менял место работы. Сейчас совмещает преподавательскую деятельность в НГУ с работой аудитора контрольно-счетной палаты республики. Должность аудитора утверждается нашим народным собранием. Вот меня утвердили в этой должности. Руководитель счетной палаты представил меня коллективу, и вот я начал работать. Выполняемый им объем работы свидетельствует о его высоком профессионализме и компетентности. Знания и опыт в области экономики и финансов позволяют аудитору активно делиться навыками с коллегами. Очень хороший профессионал именно в области бюджетной политики, финансов. И вот с времени прихода именно в счетную палату на должность аудитора он у нас возглавляет направление контроль за управлением государственным имуществом и взаимоотношениями с местными бюджетами. И вот непосредственно курируя это направление, это сложное направление, я вам скажу, и вот курируя это направление, он показал себя именно вот профессионалом с большой буквы. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности Магомед Башир Аушев получил почетную грамоту президента страны. Левую ногу сюда выставляем и право перекрываем ему ногу. И продолжаем движение. Для своих воспитанников Руслан Аксагов в первую очередь наставник. ФОК в Дядиковюрте он возглавил 20 лет назад, а спустя год объявил первый набор ребят в спортшколу. С этими ребятами работали. Первый у меня из ребят пробился на мировую арену, это Костой Асап, 5-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Кубка мира, большой шлем выигрывал, Европу выигрывал, командный чемпионат Европы выиграл, Всемирной универсиады бронзовым призером был. И таких ребят, конечно, тот результат, который добился Асаб, мне не добивались, но призеры России, призеры мира, призеры Европы были у меня ребята. Спустя 7 лет долгой и упорной работы с учениками Руслан получает звание заслуженного тренера России. А теперь к этому достижению прибавилось еще одно. Указом президента страны ему присвоено звание заслуженного работника физической культуры. Руслан отмечает, это не только его заслуга, а также его тренеров, учеников и всех, кто помогал на пути к карьере. Я более 20 лет знаю Руслана, до этого знал. Руслан вообще с хорошей стороны человек. Плохого ничего невозможно. Нормальный, согласен, знает свою работу. В общем, профессионал своего дела. Спортивная карьера Руслана Аксагова началась еще в детстве. Последовав примеру двоюродного брата, он решил заняться классической борьбой. А дзюдо на тот момент в республике еще не знали. А желанием заниматься спортом Руслан тогда сильно загорелся. Спустя время кто-то из братьев-самбистов посоветовал ему перейти в самбо. Мол, вид спорта более серьезный и пойдет ему только на пользу. Он так и поступил, но по словам Руслана, этому предшествовала забавная история. Я тогда, когда начинал, пошел туда, тренер у нас был Феликс Петрович Куцель, маленький такой. Я думал, если самбист, он должен здоровый быть, там, высокий, плотный, а он 62 сам выступал. И я сидел на подоконнике, он говорит, ты что здесь пришел? Я говорю, какое твое дело? Какой я тренер? Говорит, какой ты тренер? Говорю, тренер здоровый должен быть. А другие ребята подошли, посмеялись, говорят, да, он действительно наш тренер, Феликс Петрович Куцель. В спортивной школе детей обучают таким видам спорта, как дзюдо, самбо, карате и кикбоксинг. Джафар Костой вот уже 10 лет занимается дзюдо под чутким руководством Руслана. Тренер, по словам спортсмена, всегда очень серьезно относится к тренировкам и зря времени тратить не любит и другим не дает. Не любит, если ты не пропускаешь тренировку или еще что-то такое. Звонят, заставляют тебя тренироваться. Ну, как бы это тоже, как сказать... Но благодаря этому, своему качеству, из-за этого здесь такие результаты. Если кто-то отрабатывает приемы в кимоно, то Султан Миржиев также хорошо владеет мячом и развивает футбол в регионе. Ему также присвоено звание заслуженного работника физической культуры. Тренерскую карьеру начал больше 30 лет назад в первой Назрановской школе. Более того, Султан стоял у истоков зарождения профессионального футбола в Ингушетии. Он первый руководитель команды «Ангушт». Мы начали создавать команду в 93-м, с конца 93-го года. И в 94-м году, 1 марта, мы провели первый сбор в составе команды. Я был начальник команды «Ангушт». Вот мы начали эту работу в Молгобеке. Уже 6 лет он возглавляет республиканскую школу-интернат. За это время Султан воспитал немало уже профессиональных футболистов, которые сейчас выступают в Ангуште. Султан с гордостью вспоминает первый кубок, завоеванный воспитанниками на международном турнире в Туапсе. Я считаю, что вот этот первый кубок, который мы завоевали, самым дорогим кубком.
Ислам Цыздоев сам выпускник спецшколы и активно участвует во всех турнирах, которые проходят в Малгобеке. В их семье к футболу всегда было особенное отношение. Этим видом спорта здесь не просто болеют, но и не пропускают ни одного матча. Султан стал для ребят не просто отличным тренером, а примером для подражания. Самого Султана знаю очень давно, так же, как и помимо меня его знают, наверное, все любители футбола, не только в Малгобеке, но и по всей Ингушетии, а может быть и за пределами. И мне кажется, большая заслуга Султана в том, что очень много воспитанников Ингушской школы футбола прошли именно через РДЮСШ, именно через это учреждение. Я уверен, практически убежден в том, что, наверное, ни один из узнаваемых футболистов, выходцев из нашей республики, не может сказать, что не знает Султана и не благодарен ему за тот или иной период в его карьере. Время идет, подрастающее поколение покоряет все больше спортивных высот. Возможно, эти ребята, так же как и их наставники, добьются высоких результатов в жизни. Будут достойно представлять республику на мировой арене. Саид Куштов, Михаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.